Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем вас! Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем». Сегодня с вами я, Дарья Анкехова. Мы находимся в гостях у мастера по работе с мехом. Это Лия Герасимова. Лия, здравствуйте! Дарья, здравствуйте! Сегодня мы, дорогие друзья, затронем одну из самых таких актуальных тем не только зимой, но и летом. Это реставрация и работа с мехом. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, и вы узнаете все о том, как можно реанимировать свое любимое меховое изделие. И в этом нам, конечно же, поможет Лия. Лия, ну давайте начнем с самых таких главных тем, с которыми к вам обращаются люди. Да, но самая такая распространенная проблема у нас это застежки на шубе, да, ну в основном у всех норковые шубы, но независимо. Бывают проблемы с застежками, то есть постоянно их открывают, закрывают, и получается она ослабевает и уже не держит, и самостоятельно уже открывается. Да, это, кстати, часто такое бывает, да. И ты ходишь, и прям при ходьбе она у тебя нараспашку, а на улице минус 50, да? Совершенно верно. В домашних условиях это можно очень просто заменить. Застежки продаются в любом магазине фурнитуры, да, ткани фурнитуры, где можете приобрести. Стоит она недорого, порядка там 70 рублей, а да, вот 60 рублей. И заменить ее. Вы распарываете, предварительно мы распороли, подклад распарываем, получается. Тут все открываем, вскрываем. То есть смело так, да? Да, скрываем. Они тут прошиты, зашиты, ну, к самой мездре меха. Мездра это как бы кожа, да, она называется. И все. Мы ее убираем. Старую мы убираем. Старую убираем, застежку. Здесь остается входики для наших клепок. И также берем новую, получается, продеваем ее, да, и сшиваем. То есть, по сути, это не сложно. Ну да, по сути это несложно. Да, совершенно. То есть тут такой чисто технический процесс, распорола, да. Открыла, вставила и новую. Да, время какое-то занимает, потому что это нужно потом все аккуратно опять пришить подклад к шубе. Лен, но я сталкивалась с такой проблемой, когда вот в этой дырочке просто нет места, как к чему можно пришить, пришить ту самую заклепку. Вот что в этом случае делать? Вот вырывает она с корнями, и здесь дырка. Но если вырвано с корнями, то, конечно, мы будем ремонтировать сам мех. Сам мех, то есть вырезается, если уже утеряна или она совсем уже не подходит, да, мы отрезаем какой-то небольшой кусочек. Мех должен быть соответствующий у вас, да, или откуда-то можете взять там, да, если есть откуда взять шубы, получается, вы аккуратно срезаете и прошиваете ее. То есть и потом штопаем так, да? Штопаем, да. Потом опять уже делаем для клепок, получается, отверстие на самой шубе. Ну, можно хоть чем там, ножницами, резаком проделать, все. Также у нас часто встречаются, вот как раз у нас мне заказчица принесла шубу, вот затертости. Также это большая проблема в области, получается, да, впереди, вот здесь, в области застежек, да. То есть мы постоянно как бы открываем, закрываем, да, застегиваем, расстегиваем шубу. Соответственно, потом уже износ происходит меха. Да. Также, чтобы мы не теряли размер, мы смотрим, где именно есть протертость, то есть на самой шубе мы уже здесь смотрим, переворачиваем, конечно, да, отмеряем, прочерчиваем здесь на самой коже, на мездре, да, изделия, то есть где нужно нам срезать. То есть мы это полностью будем убирать. Это будет полностью убираться, но для того, чтобы нам отремонтировать, нам нужен похожий мех. Ну, для примера просто возьму вот кусочек, да, вот похожий мех, допустим, потом мы его сшиваем сюда аккуратненько, он сливается при особенно расчесывании, аккуратненько потом расчесываем расчесочкой, и он сливается, и также мы делаем подгибку уже, и все, то есть мы размер не теряем. Если же размер большой, можно срезать, и не добавляя какой-то дополнительный мех, мы можем просто его согнуть. Вот так. Хорошо, Лия, а что касаемо вот затертости, подтертости на рукавах и вот в районе кармашек?
Вот карманы это вообще беда, мне кажется, многих хозяек норковых шуб. Вот эти карманы, ну обратите внимание, прям лысины такие. Все по аналогии. То же самое. Мы скрываем, получается, подклад. Ищем вот эту полосочку, да, где она. Вот кармашек у нас. То есть получается там протертость у нас. Тоже мы аккуратно это все срезаем. Также мы сшиваем, либо просто подгибаем, если позволяет мех. Все. То есть тут два совета. Если вам нормально позволяет размер, мы просто загибаем чуть-чуть побольше, и вот так, да, и у нас новый такой загиб свеженький, да, а вот этот уходит туда, да, под подклад он уходит. Нет, мы его срезаем. Мы вообще срезаем его вот так, да. Либо, если же вам надо расширить, вы добавляете мех и сшиваете. Добавляем мех, сшиваем. Сшиваете и, соответственно, потом уже опять загибаем. Совершенно верно. Все верно. То же самое с рукавом. То есть, если он у вас по длине длинноват, можно его также срезать, затертость, тоже подогнуть и пришить подклад. Все, конечно, делается с уплотнителем. Уплотнитель должен быть нашивной сначала, а потом уже подклад. Это не что-то сложное, да? Нет, это ничего сложного нет. То есть это простой, да, такой материал, найти можно в любом магазине. Вот. Это в самых таких доступных местах он сшивается, чтобы не рвался мех. Все, дорогие друзья, отреставрировать шубу вы теперь можете в домашних условиях. Итак, это мы поговорили про такую проблему, как замена застежки и реставрация потертостей. Да. Хорошо. Следующая проблема какая у нас? Ну, это уже, как сказать, проблема не проблема. У нас есть, допустим, давайте вот эту шубу возьмем. Заказчица, допустим, была недовольна она именно размером капюшона. Он ей достаточно мал. Хотелось ей пообъемнее. Это как лайфхак, может быть, да, сейчас как бы можно комбинировать разные меха там, да, разного цвета. И в этом случае мы, получается, добавили мех чернобурки. Соответственно, и визуально он увеличился, то есть А на внешнюю сторону? Да, но она захотела на внешнюю сторону, да. Вот так вот. То есть здесь у нас внутри осталась норочка. Да. Ну так у нас, получается, размер-то остался тот же самый, да? Да, просто из-за визуализации, то есть мы его увеличили. И увеличили еще за счет того, что она пойдет сюда вот на подгиб. То есть добавится еще чернобурка, соответственно, она будет больше. То есть будет вот такой большой такой шар на голове, да, практически? Ну, конечно, сразу видно, что капюшон стал большим, да? Вот этот лайфхак запоминаем, да? Не устраивает маленький. Ну, также можно и с внутренней стороны сделать. Хорошо, так, смотрим что у нас с вот этим экземпляром. Лия, рассказывайте, что случилось? Так, вот эту шубу мне привезла одна заказчица, случилась неприятность. У нас были в этом году небольшие дожди, и шуба хранилась на балконе. Балкон, видимо, был не особо так герметично как-то там закрыт, можно сказать, да, от дождя, от проникновения капель. Она намокла, и вся мездра промокла. Вы послушайте, даже, мне кажется, тут хруст слышен. Слушайте? Да. Просто как картонка стала такая, да? Она вся стоит у нас колом. У меня бы сердце остановилось, честное слово, если бы это произошло с моей шубой. Она получилась, вся стоит колом, и, соответственно, она сжалась. То есть, вот, посмотрите, дорогие друзья. Да, допустим, здесь еще вот нормально, а здесь она уже вот сжалась. Только гляньте, посмотрите, как сжимается бедный мех после того, как он попал под воду. Да, у нас есть еще такие случаи, приносили, спрашивали у меня. Девочки, женщины стирали шубу в стиральной машинке. И такое бывает? Это вообще нельзя, недопустимо, конечно, потому что свой живой белок, он смывается в ряду вот с обработкой там химических воздействий, порошка и прочее. Белок смывается, соответственно, она становится
сухой, и когда ты ее трогаешь, она начинает сыпаться. Сыпаться, и такая шуба уже никак не подлежит восстановлению никакими средствами, ни народными, ни другими какими-то профессиональными, никакой профессиональный мастер не поможет. В этом случае белок, он как бы сохранился, вот мы сжимаем, он ничего не трескается, не сыпется. В этом случае я как делаю? Народными средствами. Ну, конечно, прежде нужно убрать подклад, да, подготовить шубу. Но мы такой на небольшом участке я покажу. Вот сейчас мы вам покажем. Да. Как это, оказывается, подлежит восстановлению. Я подумала, что все, шубы нет. Да, подлежит восстановлению. Для этого я беру, нам понадобится аммиак, нашатырный спирт, да, касторовое масло, глицерин и вода. Получается, там как идет соотношение 1 литр воды, мы добавляем 100 миллилитров глицерина, касторового масла 100 миллилитров и аммиака 6-5 капель. В этом случае нам потребуется немного, я уже как бы на глаз сделаю, разведу это все. Добавляем воду. С чем категорически нельзя перебарщивать? С каким из этих элементов? Ну, чтобы не навредить меху. Что самое опасное для него, для меха? Это, наверное, вот этот аммиак. Да. Может сжечь? Вообще Прожечь? такого нет. Нет? Ну, воды, наверное, я не знаю, много не должно быть, потому что если воды будет много, она так и будет сушить же. Все понятно. Так, хорошо. Все мы это перемешиваем. Да, сейчас добавим. Еще не добавили. Да, спасибо. Да. Только вот я не буду трогать химию. Так. Это все такое очень. Это масло, это масло. Да, это все очень доступно. В каждой ближайшей аптеке можно приобрести. Процедуру, которую мы сейчас будем проводить, ее нужно будет делать несколько раз, потому что за раз она все равно не смягчится. Нужно будет по мере уже смотреть по ощущениям, да, как она будет размягчаться. Ну, это прям такое густое масло, а оно потом не просочится на мех? Вот туда? Нет, совершенно нет, Нет? потому что То она настолько сухая, да, что она не просочится. Вот смотрите, дорогие друзья, что произошло. И так по всей шубе, да? Ужас какой. Да, бедняжка наша. Да, шуба пострадала хорошо так. Так, где мой венчик рабочий? Сейчас все это перемешаем. Даже после разовой процедуры оно даже не может не смягчиться, поэтому оно даже не просочется. То есть мы сначала намазываем и потом что делаем? Оставляем, да, на какой-то период времени? Да, сейчас я все покажу и все дальше скажу. Мы перемешали. Можно взять либо мягкую какую-то щеточку, с мягким ворсом, чтобы она не причиняла какой-то там травме мездре, потому что все-таки она сухая. Да? В моем данном случае сейчас я возьму тряпочку, и мы прямо вот так, не жалея, не боясь, наносим. Прям так хорошенечко. Во как. Да, распределяем это все дело хорошенько. Засохшим все это распределяем. Прям чувствуем, чтобы она пропиталась хорошенечко у нас. Вот такая кропотливая работа. Да, нужно чувствовать ее мездру, потому что, получается, мы ее сейчас будем еще как бы растягивать до первоначального размера. Видите, допустим, ну сразу видно, да, вот да. видите, вот здесь вот этот кусочек такой широкий, а это все сузилось, да? Да, стянулось все. И нам нужно это все будет растянуть. Просто вот так руками, да? Да. Мнем, конечно, она все должно пропитаться хорошенько. И уже, видите, потихонечку даже она сейчас, она уже начинает быть более эластичной. И мы уже вытягиваем, да. Сколько раз нужно так повторять? Но это, получается, нужно смотреть от того, по мере высыхания. Мы сейчас, допустим, нанесли, складываем шубу.
Это сейчас я так показала, да? Да, да, Сейчас сниму перчатки. Обязательно мех не трогаем этим средством, потому что с меха вот такое масло, оно очень сложно уходит. Да, да, да. После того, как нанесли на участок, на мездру, мы, получается, их соединяем, складываем Вот мехом кверху. Мгм. И при комнатной температуре, не более 27 градусов, ну просто как бы оно лежит. Оно Сколько лежит лежит? естественным путем в течение 5 часов сушится. Мгм. После этого мы Открываем. открываем, да, она еще у нас будет влажная, но уже будет более размягченная. Мгм. И тогда мы ее уже тоже мнем аккуратно, тоже и растягиваем, то есть придавая ей тот объем первоначальный, который был. Мгм. Ну и дальше уже чисто визуально мы понимаем, Да. когда она пришла в норму, да? Да, совершенно верно. Если нужно будет, ну, то есть все помяли, и уже в распахнутом виде мы ее оставляем до полного высыхания. Если еще видим, что она все равно твердеет, мы повторяем процедуру. Вот так вот. Дорогие друзья, у нас на севере норковая шуба это уже не роскошь, это уже такая, знаете, необходимость, Да. но за ней нужно тоже ухаживать, ее нужно беречь, и ни в коем случае нельзя вешать ее на летний период на балкон, Да, товарищи. потому что лето у нас жаркое, мех не любит жару. Она То есть мы да. меховые изделия, свои шубки, шапочки, варежки меховые должны хранить в таком прохладном месте. Вот так вот. А то будет вот такая беда, да. Но есть мастер, такая как Лия, да, которая может все это восстановить. Ну, переходим к следующей. Что у нас случилось, вот, допустим, с этой шубкой? Это парочка, да? Да, Парка. парочка. Это у нас здесь для примера представлен светлый мех. Тоже не такая частая проблема. Она возникает, желтизна у меха светлого, либо из-за старости, да, может быть, либо из-за табака, либо тонального крема. В данном случае это тональный крем. Самый такой простой, легкий способ, конечно, это попробовать. Это совсем вообще очень простое, да. Я помню, мне мама говорила, надо манкой чистить. И шапка норковая была у меня в 5 классе, она говорила, манку туда, и вот так ей чисти. Песцовую шапку тоже заставляла так чистить, а это не работает, по-моему. Ну да, не очень особо. Я тоже вначале, когда начала заниматься этим, я тоже пробовала манкой. Но потом она сыпется везде, да. Хоть сколько ты бы не отряхивала, можешь идти, она будет у тебя сыпаться. Да, вся в манке. Да, в этом случае просто перекись водорода может даже помочь. Берем перчатку. Обязательно. Надеваем, да. Ну, все равно это взаимодействие с кожей рук, оно как-то бывает не очень сказывается на коже. Да. Так. Перекись водорода. Но это самый такой легкий способ. Бывает, если большие такие загрязнения, конечно, тоже нужно делать раствор. Возможно, об этом я расскажу в следующий раз. Хорошо. Да, потому что есть сейчас у меня будет заказ большой, в плане того, что шуба полноценная, длинная, она полностью белая, но в связи с многолетней носки она стала желтая, то есть она уже придала, да, такой оттенок желтоватый, что как бы заказчице не нравится и хочет мне ее дать. То есть мы намачиваем на тряпочку, наносим перекись водорода и прижимаем к меху, да, прижимаем ее. Ни в коем случае, да, мездры мы ее не мочим полностью, мы просто делаем, чтобы она была как бы увлажненная, влажная. То есть насквозь ее не надо Нет, мочить? мезда, чтобы она не пострадала, да. И мы сверху уже, получается, ее так обрабатываем. И мех должен побелеть? Да, он будет светлеть. Также берем уксус яблочный, столовый, то есть он тоже продается в любом продуктовом магазине. Разбавляем его в соотношении там 50 на 50, либо 1 к 3. Уксус. С водичкой? Да, естественно, мы разбавляем его с водой. Так. Именно яблочный надо, да, не 70%, который. Здесь же всего сколько? Да, яблочный, чтобы он Здесь 6. не жег, да. Это все разводим, перемешиваем. Тоже также промачиваем нашу тряпочку, а затем уже мы работаем с мехом. Все то же самое, мы его намачиваем, просто чтобы он влажным стал.
и оттуда практически... Да, как бы вычищаем. И Вычищаем. она будет потихоньку оставаться у нас как бы вот здесь на тряпочке. А можно, допустим, сначала перекисью, допустим, да, первый заход, потом подсохло уксусом, потом опять перекисью, Да, уксусом? конечно, можно делать это несколько раз, Мгм. то есть столько, сколько нам нужно. Все это потом расчесываем, смотрим, можем вот так вот распахнуть, естественно, да, Мгм. расчесали, еще раз сделали такой проборчик, тоже смотрим, это все тоже так же обрабатываем. И потихонечку у вас будет вот эта желтизна, она отходить, тем более это тональный крем у нас, Мгм. и он будет оставаться как бы. Лия, но это же длинноворсный мех, а что касаемо норочки, да, ну у норки ты же вот так не сможешь работать тряпочкой, там как? Вот Нет, так? тоже совершенно так же, все так же. Мгм. Мы уже раствор у нас есть. Мгм. Давайте для примера мы возьмем любую норковую шубу, давайте вот эту возьмем. Ага, возьмем. Да. Давайте положим ее. Мгм. И смотрите, то есть у нее уже такой засаленный вид, Мгм. такой не особо, он не блестит уже, да, Мгм. загрязненный мех. Тот же самый раствор, уксус с водой, да, 50 на 50. Мгм. Так, и тоже тот же самый процесс. Вот Да, так, ты так же делаешь. предварительно мы расчесываем мех против там ворса, да, распахиваем, где у нас тут кармашки, в основном тоже где кармашки у нас бывает засаленность, да, потому такая- что мы постоянно, Даже, можно сказать, такие жировые бывают такие, Да. да, места прям, их надо сначала расчесать, да, расчесать, и потом этой волшебной потом- жидкостью. волшебной жидкостью также промачиваем мех, сверху не мочим прям, а размачиваем просто. Трем, вот эти вот кармашки. Так смело все делаете вы, Да. хуже не будет. Нет, лучше будет. Да? То есть это так сказать, освежить вашу норочку. И вот Можно- уже она темнеет, тряпочка. Мгм. Она придает, получается, чистит, Мгм. и потом после она еще придает блеск. Мгм. Вот такая реанимация шубки норковой, да? Да, также прочесываем. И даем, всегда меху даем высушиваться естественно. То есть мы ее не сушим там каким-то феном, какими-то, да, батареями и прочее. Мне бы, кстати, очень захотелось включить фен и вот так вот, чтобы увидеть, где же блеск. Нельзя, Он термической обработке нельзя подвергать мех, да, Нет, никакой. ни в коем случае. То есть вешаем обратно на вешалку, да? Так, и оставляем сушиться. Вон сколько работы мы сегодня сделали, да? Вообще. Так, и у нас последняя шубка осталась, а с ней что? С енотом. Заказчица, она хотела увеличить размер шубы. Такое тоже можно сделать. Так, давай посмотрим, как с этим нужно работать. Ну-ка, глянем. Тут у нас енотовая шуба. Одни меха у нас здесь. Да. Богатые меха. Так, В данном случае проблема то, что оно уже не сходится в области груди. Да, мы смотрим. поправилась хозяйка, так Да. сказать, да? Мы смотрим. Если, допустим, в этом случае, да, или просто в темном мехе однотонном, да, он идет, рисунка особого нет, то есть если что-то перешивать, он ничего не сбивается Да, рисунок, да. В этом случае мы видим, да, тут есть рисунок определенный. А если ее такую шубу с рисунком увеличивать, это надо, конечно, все смотреть. Расстояние, где увеличивать, чтобы мы не потеряли именно саму вот структуру. А за счет чего ты увеличиваешь, если здесь нет меха дополнительного? Ну, может быть, если делают шубу компаньон, бывает, либо они как-то приобретают, либо мех какой-то приобретают. В этом случае мне немного повезло, потому что она ее хочет укоротить. Она ее хочет отсюда. укоротить, да, и, соответственно, мы будем уже работать с остатком меха. И так как она мала в области груди, мы ее будем добавлять именно спереди, как это было вот в начале подобное у нас То есть- примерно другой шубе, да. Да, то есть снизу убираем. Снизу и убираем, вот да. сюда. То есть получается, я буду продольно делать, сшивать их,
и уже добавлять спереди. Какая ювелирная работа, Лия. Плюс она еще хочет капюшон к ней, из остатка мы будем придумывать капюшон. То есть Тоже вот не так, нарушая да? рисунок. Вот смотрите, товарищи, да, тут по сути-то длина как будто бы не такая длинная, из этого, из остатков сделают вот сюда расширение и еще и капюшон. Да. Вот и так реставрируют шубки, да? Все работы у меня будут представлены у меня на странице в Инстаграм. Оно будет потом представлено, да, на экране. Так, ну, мне кажется, основные такие проблемы мы обсудили, да? Да, это вот проблемы, это задачи освежить, а потом как можно убрать потертости, как заменить застежку, как избавиться от желтизны и как сделать мех помягче, если вдруг он попал под воду, да, или же, ну, тут не только вода, да, может, наверное, так засушить. Да, мех, у меня да, был такой заказ, что дети пролили сок, напитки, то есть она висела в шубе, и детишки играли, что-то в прятки и прочее, и был сок. Они разлили это дело, ничего не сказали, хозяйка с ней ходила по всему городу, и чисто ей сказали на улице, что вот видят, что у нее что-то сжалось, и говорят, у вас с шубой что-то произошло. Вот так вот. И такие случаи бывают. В этом случае волшебная, да, смесь. Ну а вот такие щеточки, мне кажется, для каждой хозяйки мехового изделия полезны, да? Это как расческа для животных. Да. Расческа для это же расческа. Да. У меня есть другая, но она мне неудобная. А тут я вот нашла от своей собачки самая первая расческа, и она мне очень вот подходит, она очень удобная. И именно тут есть загиб такой, что она не будет, то есть в мездру, в кожу впиваться, все очень даже. Вот поэтому так смело можно расчесывать. Вот такие, вот еще один лайфхак. Приобретите себе расческу для животных, если уж хотите ухаживать за своим мехом. Ну что, спасибо большое, Лия, за то, что поделилась своими советами, практическими советами. Да, мы увидели, мы показали, самое главное, нашим телезрителям, как нужно ухаживать за своей замечательной шубкой, да, ну даже если не за своей, но все равно в любом случае, если у вас есть меховое изделие, оно требует ухода. Да. Спасибо большое, Лия. Я надеюсь, спасибо. Мы не прощаемся, увидимся, еще вернемся и поговорим, наверное, уже о том, как шить вот такие красивые платья. Увидимся. Всем до новых встреч. Всего доброго.